Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня погода у нас облачная, тепло, плюс 17 градусов. Где-то после 2 будет дождь. Интернет и так показывает. Я решила съездить к сестре в деревню. Она сломала позвоночник где-то в конце апреля. Как раз там был лед, днем растаяло, к утру замерзала, она подскользнулась, упала, и у нее появилась трещина на позвоночнике. Ну, конечно, сильно болела, в больницу не легла, дома покой, уколы, обезболивающие, лечение. В основном лежит. Можно стоять, можно лежать, сидеть не разрешается. Лечит ее внук. Вот. Он хирург. Навещает, приезжает из другого района. Мы живем в Стерлибашевском районе, а внук живет в Федоровском районе. Хороший, опытный. Молодец наш внучок. Отучился и работает. Если что-то, мы сразу все родственники, все знакомые обращаемся к нему, и он нам дает советы. Это, конечно, очень для нас хорошо. Сейчас заеду в аптеку, у нее закончились лекарства. Куплю, повезу продукты. Ну все, купила я лекарства сестре, кое-что из продуктов, и едем в деревню. Сестра ждет. Конечно, как раньше встречать она меня не сможет. Она всегда накрывала стол, что-нибудь вкусненькое мне приготовила, ждала меня, встречала. Но ничего, скоро встанет на ноги, Аллах берса. Выздоровеет, я думаю. Сейчас все уже позади, уже май, уже 2-й месяц. Она лежит. Тоже хочет в огороде работать. Она никогда на месте не сидит. Постоянно работает, что-то делает. Неугомонная моя. Любит работать, наводить чистоту. И мама у нас тоже была такая же. Трудолюбивая, чистоплотная. Ухаживает за ней невестка с сыном. Сын сейчас уехал на вахту, решат. А невестка, работает она главбухом в колхозе. Внук ездит, 9 класс заканчивает уже, помогает, воды таскает, что-то делает. Дома тепло, газовое отопление, печку топить не надо, продукты есть, уколы тоже есть кому делать. Конечно, пока колят обезболивающие и лечение кое-какие-то прописал ее внук. Конечно, я с радостью еду домой, в деревню, но я привыкла говорить домой, хотя я там уже сколько лет не живу. Родной наш отчий дом. Скучаю.
радостно. Улыбка на лице. И на душе что-то творится, что-то приятное. Да, были бы живы родители. Было бы, конечно, еще хорошо. Но ничего не поделаешь, мы все туда уходим, но не все сразу. Пусть спят спокойно, пусть радуются, что отчий дом существует, и там горит всегда свет. Вот это самое главное, что в отчим доме горит свет. Все равно, когда отчий дом не закрывается, это очень хорошо. Едешь в деревню, все-таки мы и на кладбище едем, навещаем. Если бы там сестра не жила, очень тяжело было бы открывать замок, заходить в холодный дом. Было бы, конечно, не очень приятно. А сейчас... А у нас, слава Всевышнему, сестра жива. И скоро поправится. Конечно, дорога не асфальт здесь, трясет. Съемка, наверное, не та получается. Но все равно хочу немножко снимать. Посмотрите, какая красота, все зеленое. Солнышко светит, на улице ветра нет. Утром был маленький ветерок, тихенький. Но все равно на улице тепло, и вот это радует. Солнышко. Но, конечно, в огородах пока ничего не можем делать, потому что каждый день дожди. Но я не могу сказать, что надоели дожди. В прошлом году было засуха, очень было плохо. Деревья пожелтели, трава толком не росла. Вот здесь родник. Даже воздух был не такой. А сейчас, конечно, воздух свежий, но все равно солнышко и испарение идет как-то душновато. Мне в такое время тяжело дышать. А здесь вот асфальт уже. Маленький кусочек. Красота. Сейчас в деревнях и дома красивые. Все профнастилом обшиты. Даже старые дома можно вот так привести в порядок. Например, как мой дом. Я уверена, что вот где елки растут, воздух отменный, чистый, чудесный. Проезжаем мечеть. Деревни маленькие, но в каждой деревне у нас в основном есть мечеть, куда ходят наши односельчане. Пока, конечно, ночью прохладно, плюс 3, плюс 4. Пока в огороде тоже работать никак. Очень влажно и
не хочется топтать землю, прессовать. Да и ночью +3, +4. Сегодня будет уже +7. Немножко начинает подниматься давление. Я еще и свеклу не посадила, тыкву, кабачки, ничего я еще не посадила. Посадила, конечно, огурчиков в теплице, а пруд пока рановато. Посмотрите, поле какое зеленое, сочное зеленое. Цвет такой приятный, яркий. Дорога, я бы не сказала, что дорога плохая. Не асфальт, конечно, но все равно дорога ухожена. Чуть-чуть трясет, но это не страшно. На дороге гравий. Вон какая красота. Вот моя сестра, она смирно стоит, не садится. Ей не разрешают. Угол поставили. Она хочет с вами поздороваться. Здравствуйте. Привет всем, кто меня знает. Большой-большой привет. Чуть-чуть заболела, вот. Садиться не дает. Стоя кушаю. И лежу. Да, пока. Спасибо вам, кто меня спрашивает. Здоровье спросит. Спасибо всем. Да, тебя спрашивают на канале частенько и большой привет передают. Спасибо. Угу. Долго снимать я сестру не буду, ей и стоять-то тяжело. Лежать надо сейчас. И лежать ей надоело. Ой, надоело. Бежать охота уже с дома. Очень хочет в огороде работать. Очень. Ой, хочу. Ну, конечно, с внуками и невесткой ее. Все там, конечно, потихоньку делают. Все посадили, молодцы. Молодцы, да. Все, сноха молодец. Сын только дома нету. Ага, племянник на вахте. Ага, Скоро племянник. 13-го приедет, июня. 3 мешка травы косила для своих козлят. Вон какая красота, одуванчики цветут. Вон все желтые. Вон у Флюра корова. Одна корова на всю деревню. Корова привязана. Там он не ходит. Ну вот так. Вот и все. На этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч.